быстро сделали, наверное, в течение месяца, полтора. 2 месяца назад на берегу реки Киндерка, одного из притоков Казанки, была только цветущая поляна, говорят жители поселка Белянкино. Сейчас здесь фундамент под застройку 2 объектов. Выкопали траншеи, потом через какое-то время второй этот котлован. И вот начали, будочку вот ту поставили, трансформаторную. И начали вот этот фундамент делать. Жалоба от казанцев на незаконное строительство в водоохранной зоне поступила в систему «Народный контроль». Местные жители беспокоятся. Стройка на береговой линии приведет к осушению реки Киндерка. Прецедент был. Из-за строительства новых поселков уже пересох родник Серебряный Ключ и исчезло озеро. Вот здесь вот было озеро, да, здесь у нас утки плавали, да. Здесь вот был у нас Серебряный Ключ, так называемый, да. Оттуда вода чистейшая, прям серебром. Этот ключ пересох, сейчас больше нет там воды, озеро пересохло. 2 года назад здесь пытались построить коттеджный поселок. Тогда стройку остановили после обращений местных жителей. Причина – работы велись в прибрежной защитной полосе. Что изменилось теперь? Река также течет, аншлаг по-прежнему стоит, но новая стройка началась. Вы ли заливали фундамент? Как давно заливали? Месяц назад. Пройдя по дороге к роднику, мы обнаружили еще одну стройку в Белянкинском лесу. Здесь залит фундамент 14 на 14 метров. Судя по вырубке, участок расчищали. Кто разрешил валить лес и можно ли возводить здесь объекты капитального строительства? С этим вопросом мы обратились в администрацию Советского района Казани. Участки находятся в собственности третьего лица. Органами муниципального земельного контроля проведено выездное обследование. В ходе обследования было установлено, что на данных земельных участках расположен фундамент, строительный мусор, участки не огорожены. Администрации Советского района было направлено письмо в инспекцию государственного строительного надзора РТ для принятия мер в рамках своих полномочий. Как выяснилось, берег реки Киндерка и территорию в Белянкинском лесу, где сейчас идут стройки, размежевали и определили под застройку объектов индивидуального жилищного строительства. Это мы узнали из публичной кадастровой карты. Возникает вопрос, как получилось, что природоохранные территории оказались в собственности третьих лиц. Вопросы мы адресовали в Минлесхоз, Минэкологии, столичный исполком и Госстройнадзор. Павел Драгунов, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.